Добрый вечер, друзья. Еще раз не могу не высказаться о событиях прошлой недели, когда буквально сотни и тысячи людей были оторваны от своей нормальной, привычной, счастливой жизни, и наступила пауза в этом. Конечно, когда ты занимаешься своей любимой работой, занимаешься спортом, то есть проводишь, так скажем, хорошо свое время, а тут определенные люди либо в социальных сетях выкладывают информацию, либо звонят тебе и просят перечислить денежные средства в виде 2400 рублей, а потом через некоторое время буквально ты получишь 19 с лишним тысяч рублей. Конечно же, здесь любой задумается, а почему бы и нет. Так вот, с того момента, как люди поддались уловкам этих, так скажем, мягко говоря, мошенников и перечислили денежные средства, с этого момента их спокойной жизни, в их спокойной жизни наступает пауза, поскольку он ждет, когда же все-таки, когда же я получу обратно свои деньги, когда же я дойду до самого верха, когда же 19 тысяч рублей я получу. Так вот, самые негативные мои ожидания оправдались. На днях буквально ряд лиц обратятся в территориальный отдел внутренних дел с заявлениями о мошенничестве в отношении тех людей, которые призывали их перечислить деньги. То есть люди перечислили по 2400 рублей, однако на выходе 19 с лишним тысяч рублей не получили. По каким причинам не получили, пока неизвестно. Возможно, людей с собой не позвали, возможно, перестали люди вступать. Все-таки люди, абсолютно большинство людей порядочные, умные, мудрые, они могут отличить настоящую аферу от реальной возможности заработать честным способом. Так вот, люди поверили и, видимо, перестали вкладывать деньги в эту аферу. Так вот, при поступлении заявлений указанных лиц нами будут организованы проверки этих заявлений. Что они в себя включают? Первое – это, безусловно, будут вызывать всех людей, которые призывали деньги, призывали людей перечислить денежные средства для получения объяснений. Они понесут определенные неудобства, в том числе материальные, то есть связано с необходимостью доехать как минимум до отдела внутренних дел. Моральное спокойствие они теряют, поскольку все-таки отрываются от привычной нормальной среды, явка в правоохранительный орган, давать объяснение, почему ты призывал, непонятно, к чему ты призывал. Это, конечно же, потеря душевного равновесия здесь имеет место быть. Второе, конечно же, нами будет, возможно, дана процессуальная оценка действиям людей, которые призывали перечислить денежные средства, поскольку их действия могут содержать признаки мошенничества. Для того, чтобы в данном случае мошенничество было окончено, достаточно, чтобы люди, которые призывали перечислить деньги, даже если не хотели, но предполагали, что эти люди до самой вершины не дойдут, но относились к этому безразлично. А безусловно, здесь это имеет место быть. Поэтому еще раз призываю перестать людей уговаривать и давать обещания о том, что они дойдут до самого верхнего уровня, и просто элементарно не становиться соучастниками мошенников и организаторов финансовой пирамиды. Всего вам хорошего.